На вопрос журналиста всероссийской татарской газеты «Мой народ», а что вы желаете татарам страны, губернатор, председатель правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов сказал: «Я желаю вам оставаться народом, берегите свой родной язык». В этом пожелании заложен глубокий философский смысл. Очень просто: нет языка – нет народа. С учетом этого главным направлением своей работы татарской автономии считается сохранение родного языка, изучение его в школе. При исполкоме работает отдел образования, которым в разные годы руководили главный специалист областного отдела народного образования Мегербану Хуснуллина, методист Института повышения квалификации работников образования Надия Нурмухаметова, а сегодня эту общественную работу ведет главный специалист управления образования администрации города Ульяновска Альфия Абудина. Министерством образования и науки Ульяновской области при постоянном и активном участии нашей национально-культурной автономии в области сформирована сеть образовательных учреждений, в которых созданы условия для изучения татарского языка и воспитания на основе культуры татарского народа. По состоянию на 2015 год в 162 школах 5408 детей татарской национальности изучают язык, историю и культуру своего народа. В 44 школах этот процесс организован в рамках отдельного предмета, в остальных – через факультативные и кружковые занятия. Наблюдается увеличение количества общеобразовательных организаций, изучающих татарский язык и культуру родного народа. Но, к глубокому сожалению, еще 6 тысяч наших ребятишек остаются в стороне. Благодаря совместной работе регионального министерства и автономии в последние годы татарский язык в различных формах стал изучаться во всех школах города Ульяновска и Димитровграда. В 2004 году в Димитровграде открылась школа с татарским этнокультурным компонентом. Это результат совместной кропотливой работы бывшего в те годы мэром Сергея Морозова с общественными организациями. Сегодня в этой известной не только в нашей области, но и во всей России школе учатся 250 учеников. Ее учащиеся ежегодно принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, в международной олимпиаде по родным языкам и становятся победителями-призерами. А выпускники 100% поступают в высшие учебные заведения. Директором школы с первых дней работает заслуженный учитель Ульяновской области и Республики Татарстан Мунира Джумаева. На высоком уровне поставлено изучение татарского языка в Старокулаткинском районе, Черклейской средней школе Николаевского, Калдинской средней школе Парыжского, Абдуловской школе Чердаклинского, Красногуляевской средней школе Сингелеевской районов, а также в 28-й, 55-й и 64-й школах Ульяновска и многих других школах. Ежегодно по просьбе автономии Министерство образования и науки Татарстана, Всемирный конгресс татар, Федеральная национально-культурная автономия татар безвозмездно выделяют школам учебники, учебно-методические пособия и художественную литературу на татарском языке. Только за прошлый год наша область получила книги на общую сумму 346 тысяч рублей. По инициативе исполкома областной татарской национально-культурной автономии при поддержке регионального министерства с 2011 года один раз в 2 года проводятся съезды учителей татарского языка и литературы. В 2013 году в работе съезда приняли участие губернатор, председатель правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, заместитель председателя правительства, министра образования и науки Ульяновской области Екатерина Владимировна Уба и заместитель председателя правительства, министра образования и науки Республики Татарстан Энгель Навапович Фаттахов. Во время съезда было подписано соглашение о сотрудничестве двух регионов в области образования. Осенью прошлого года прошел 3-й съезд учителей татарского языка с участием губернатора. В работе очередного съезда было много нового, было больше участников. Впервые проводились мастер-классы, семинары и круглые столы с участием авторов учебников по татарскому языку и литературе из Казани. Благодаря совместной работе работников образования, исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии, районных советов с родителями и учащимися, из года в год растет число школ, где осуществляется татарский этнокультурный компонент. На каждый год составляются планы совместной работы исполкома автономии и Министерства образования и науки. Ряд лет организуются конкурсы «Учитель года» татарского языка. Проводятся конкурсы кабинетов татарского языка и школьных музеев. Ведется большая работа с родителями и учащимися по пробуждению национального самосознания. В последние годы выстроилась хорошая система работы с Министерством образования и науки Ульяновской области. На каждый год автономии министерства заключают взаимное соглашение о сотрудничестве. Оно включает основные обязательства сторон по дальнейшему совершенствованию работы. Составляется протокол, определяющий алгоритм наших взаимоотношений.
Один раз в год руководство автономии встречается с министром образования и науки. На этой встрече подводятся итоги работы за год, намечаются планы и рассматриваются пути их выполнения. Ежеквартально на встречах у директора департамента среднего и дополнительного образования рассматриваются конкретные вопросы по отдельным районам, где недостаточно уделяется внимание вопросам изучения татарского языка. Ежегодно автономия совместно с Министерством образования и науки проводит конкурсы сочинений, рисунков, посвященных дню рождения великих татарских поэтов Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Дню Победы. Практикуется направление детей в языковые оздоровительные лагеря Республики Татарстан. В этом году по инициативе татарской автономии впервые будет организована этнокультурная смена в лагере «Юность». Обучением учащихся родному языку, культуре, изучением истории татарского народа занимаются в области 184 учителя. Им оказывается постоянная методическая помощь и поддержка как со стороны Ульяновской области, так и Республики Татарстан. В городах Ульяновска и Димитровград во многих районах созданы методические объединения учителей татарского языка. По ходатайству автономии учителям татарского языка и литературы Хабибулиной Зухре Рифкатовне из Ульяновска, Алимовой Альфие Анверовне из Чердаклинского района, Ягудиной Несихе Рафатовне из Николаевского района, Джумаевой Мунире Мавлютовне из города Димитровграда присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан». Звание заслуженного учителя Российской Федерации носит 47 учителей разных предметов из татар. Звание «Заслуженный работник образования Ульяновской области» присвоено учителям татарского языка Ягудиной Нанесихе Рафатовне, Мунире Мавлетовне Джумаевой. Исполком Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии и ее районные советы в рамках федеральных, областных законов и Конституции Российской Федерации работает над тем, чтобы в каждой школе были созданы условия для изучения родного татарского языка. Федеральные и областные законы дают им на это полное право. А как это делать, решают учителя и директора школ, выдают рекомендации и обобщают методические советы. Проведение форума учителей родных языков является новым этапом совершенствования постановки изучения родных языков. Отрадно, что этим вопросом вплотную занимается губернатор области Сергей Иванович Морозов. Сам факт проведения данного мероприятия уже указывает на то, что Министерство образования и науки области серьезно относится к проблемам национального образования.